Приветствую, друзья! Сегодня на угледарском направлении союзные силы пошли в атаку и уже вышли под поселок Павловка, что создает угрозу окружения для украинской группировки войск, находящейся в городе Угледар. И поэтому, скорее всего, мы увидим в ближайшее время, что на это направление Зеленский будет перебрасывать очень большое количество резерва. В это же время натовская группировка войск пытается атаковать в районе поселка Торска, и сейчас там идут тяжелые бои. Также сегодня британские ВМС атаковали базу Черноморского флота в Севастополе надводными и подводными дронами-беспилотниками. И в сети уже появилось видео уничтожения как минимум части из этих дронов. Координировали данную атаку подводных и надводных дронов с беспилотника американского разведывательного, который кружил постоянно на протяжении суток в Черном море. В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что в атаке были задействованы 9 БПЛА и 7 автономных морских беспилотных аппаратов. Утверждают, что Черноморский флот уничтожил 4 морских беспилотника и еще 3 аппарата уничтожены на внутреннем рейде. Незначительные повреждения получил морской тральщик Иван Голубец, а также бронесетевое заграждение в бухте Южная. Минобороны Российской Федерации уже официально обвинила в атаке ВМС Британии. И это, можно сказать, первый такой прецедент. И, конечно, вся эта атака координировалась с военно-морской базы британской в Очакове, которая находится сейчас под контролем натовских сил. Британские ВМС для того, чтобы провести вот эту спецоперацию и атаку на Черноморский флот Российской Федерации, за несколько недель до этого выложили видео о том, что они якобы учат солдат Зеленского пользоваться вот этими надводными британскими беспилотниками для того, чтобы сейчас у них было алиби, что якобы британские ВМС при этом не при делах. В интернете уже выложили видео с камер вот этих беспилотников надводных, с помощью которых атаковали базу Черноморского флота. На данном видео четко видно, что много дронов удалось сбить на подходе к бухте, и якобы, что некоторые дроны все-таки достигли своих целей в виде кораблей. Данное видео выложено уже у меня в телеграм-канале. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Минобороны РФ обвинила представителей ВМС Британии, находящихся в городе Очаков, в участии в планировании, обеспечении и реализации подрыва в Балтийском море 26 сентября газопроводов Северный поток-1 и Северный поток-2. Стоит отметить, что это по сути первое прямое обвинение британских, конкретно военно-морских сил, в акте международного терроризма. И скорее всего в ближайшее время мы увидим, как будет развиваться данная ситуация. Но тем временем в Российской Федерации Путин уже признал, что во всех компонентах армии РФ с учетом боевых действий было выявлена масса недочетов и пробелов. С учетом таких масштабных боевых действий с блоком НАТО на территории Украины, то явно к таким серьезным испытаниям армию российскую явно никто не готовил, и поэтому в принципе это закономерно, что сейчас скрываются те недочеты, которые нельзя было каким-то образом заранее предвидеть в мирное время. С учетом происходящего сейчас любая оплошность, любая там коррупционная составляющая за 30 условно лет в военно-промышленном комплексе в Минобороне сейчас просто вылазит наружу, и все это прекрасно видят. Единственное, что сейчас идут боевые действия, поэтому все это в авральном режиме, конечно же, исправляют, ну а всех виновных, которые в этом замечены и исключены, естественно, привлекают к уголовной ответственности. А в это время мэр Киева Кличко уже призвал западные страны и прямо потребовал, чтобы срочно прислали в Киев как можно больше генераторов и теплых одеял, потому что иначе, по словам мэра, то город просто замерзнет и практически насмерть. И тут нужно отметить, что если это говорит мэр столицы, а столица, как известно, снабжается лучше всего, то за областные центры тут и речь не идет. Именно поэтому сейчас каждому, кто сейчас живет в различных там городах, областных центрах в Украине, которые, на территории, которую натовцы контролируют, то здесь вам срочно нужно сделать все возможное для того, чтобы выбраться как минимум в село, там где есть как в хате, условно там печка на дровах и на угле, и таким образом все-таки во многом удастся избежать вот той участи, которая ждет тех людей, которые, скорее всего, останутся в холодных квартирах без воды, без света, без отопления.
И тут каким образом ответят западные страны мэру Киева Кличко на вот такие вот призывы обеспечить генераторами и хотя бы там теплыми одеялами всех киевлян, то здесь не нужно быть слишком гениальным для того, чтобы догадаться, что западным странам абсолютно плевать, сколько там мирных людей погибнет или там, знаете, замерзнет. Им самое важное, чтобы продолжались боевые действия. Поэтому вместо генераторов и теплых одеял будут продолжать поставлять военную технику. Вот, например, конкретная очередная поставка танков, причем советских, знаете, там с 40-х, с 50-х годов, которые где-то там на складах лежали. Вот эти все вот боевые танки сейчас вот активно загоняют в Украину, но никак не одеяла и не генераторы. Как вы понимаете, все события в Украине, они крайне связаны с страной, которая за океаном, то есть с Соединенными Штатами Америки. И поэтому, если анализировать события, которые там происходят, то они во многом рикошетят или влияют на то, что происходит внутри Украины, то есть той части, которую контролируют натовские войска. А там произошло нападение на мужа Нэнси Пелоси, той самой, которая летала в Тайвань для того, чтобы попытаться разжечь войну между Тайванью и Китаем. Потому что, как известно, Тайвань — это часть Китая, и сейчас Китай делает все возможное для того, чтобы вернуть свою территорию под полную свою юрисдикцию. И так получилось, что там, где живет топ-политик, вот эта самая Нэнси Пелоси, то на ее мужа по удивительной случайности напал сумасшедший и размозжил голову. И сейчас муж вот этой Нэнси Пелоси там лежит в больнице, там операции и все остальное. А Нэнси Пелоси по случайному стечению обстоятельств не было дома просто в это время нападения, потому что она уехала в незапланированную командировку, а так бы досталось и Нэнси тоже. Каким образом сумасшедший персонаж попал в апартаменты Нэнси Пелоси, причем которые теоретически должны серьезно охраняться и адрес которых, вернее, это просто тайна за 7 печатями, потому что это ж место жительства американского политика топ-уровня. И здесь мы видим, что на все вот эти вопросы, скорее всего, знают ответы в Китае, которые явно так вот напрямую вообще не при делах к этой всей истории. Тем не менее, намек всем американским политикам о том, что не стоит разжигать войну между Китаем и Тайванем, достаточно четкий и очевидный. На фоне этого Соединенные Штаты Америки пригрозили Ирану уже более серьезным ответом, нежели санкции. И здесь мы видим, что уже Соединенные Штаты Америки открыто угрожают, я так полагаю, Ирану уже прямыми открытыми боевыми действиями и войной. Потому что все, что можно предположить вне санкций, то это уже конкретно акции прямого действия, которые направлены на вот именно физическое либо устранение иранского руководства, либо все-таки уже на полноценные боевые действия с Ираном. И тут, если, например, Соединенным Штатам выгодно, чтобы началась война между Китаем и Тайванью, то вот, например, война с Ираном, Соединенным Штатам Америки, мягко говоря, не с руки, потому что по факту Китай тогда остается тихой гаванью, куда продолжают перетекать все мировые деньги, а Соединенные Штаты Америки с учетом возможности, опять же, Ирана по нанесению военного поражения войскам США в регионе, то они становятся серьезно слабее. И, конечно, второй фронт с Ираном явно Соединенные Штаты Америки открывать пока не планируют. Но, тем не менее, мы видим, что угрозы от Соединенных Штатов Америки уже поступают самые прямые. Западным странам сейчас крайне невыгодно конфликтовать с Ираном с учетом того, что Персидский залив сразу будет закрыт. А это будет означать, что в западные страны перестанет попадать нефть с Персидского залива. И это вызовет настолько жесткий скачок цен, что то, что сейчас происходит в Америке и в Европе, покажется просто легким ветерком по сравнению с грядущей возможной бурей. Но это далеко не все новости с Соединенных Штатов Америки, потому что, как известно, недавно там Илон Маск купил социальную сеть Twitter и уже всем рассказал, что, знаете, будет свобода слова, будет плюрализм мнений и так далее. И вот пока Илон Маск рассказывал за вот какие-то, знаете, нововведения, которые так и не произошли до сих пор, мы видим, что в Европе уже с свободой слова давным-давно определились. И поэтому еврокомиссар уже Маску прямо в открытую написал, что условно птичка Твиттера будет все равно летать по правилам Евросоюза. Ну а как
как известно, в Евросоюзе, да и в самих Соединенных Штатах Америки запрещены российские средства массовой информации. И, как мы видим, в Евросоюзе вообще не планируют, знаете, развиваться каким-то образом в плане свободы слова. Наоборот, мы видим, что там просто семимильными шагами продвигают именно тоталитарную цензуру и делают это конкретно с институций Евросоюза. Но тем временем в Украине Зеленского, в Житомире сотрудники службы безопасности Зеленского задержали целого педагога, который, по заверениям спецслужбы натовской, открыто угрожал национальной безопасности и обороне Украины. Но давайте послушаем, чем же именно педагог могла угрожать, знаете, целой нацбезопасности. Женщина утверждала, что союзные войска ведут освободительную войну против националистических движений и действующего руководства Украины. Ну а как известно, такое в Украине утверждать категорически нельзя, потому что это сразу измена Зеленскому. И, конечно, натовские спецслужбы моментально реагируют на это, и вот уже женщину-педагога задержали. Также, как известно, в Украине нельзя говорить за то, что, например, украинская армия обстреливала Бучу, Ирпень и так далее с артиллерии, потому что это тоже тайна за 7 печатями. И если, например, человек говорит правду в этом случае, то это тоже измена Зеленскому, и это тоже уголовная статья, и тоже такого человека сразу оформляют в тюрьму. Тем не менее, с точки зрения западного мирка, все то, что происходит в Украине, все эти репрессии и так далее, то это все просто ерунда по сравнению с кошмарными тоталитарными репрессиями в Российской Федерации. Ведь в России по новому закону закроют все гей-клубы, а это, как мы знаем, для американского посольства гораздо страшнее, нежели какие-то там репрессии за то, что человек выразил свои мысли. Тем более, это далеко не все репрессии, которые подготовил Путин для жителей Российской Федерации, особенно тех, которые сейчас уже с учетом референдумов также получили российское гражданство, потому что им всем уже решили выплачивать пенсию, которая обычно в 2-2,5 раза больше, нежели ту, которую они получали от государства Украина. Издеваются, в общем, как хотят. Друзья, на сегодня у меня все, но вас я попрошу не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там для вас есть возможность всегда предоставить больше информации, нежели тут на ютубе. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. До скорого!